Енді Әлекең қазақша сөйлеп кетті, көбірек мен орысша сөйлейін. Бір жағынан бәріміз екі тілді тең болсын. Құрметті қонақтар, сәлеметсіздер ме? Добрый день, доброе утро, все участники форума. Я буду говорить на русском, так как Алеке порцию казахского языка забрал, квоту. Теперь, какие вызовы? Дело в том, что я езжу много по миру, занимаюсь активно бизнесом, я практикующий бизнесмен. Кроме того, я очень много лекций читаю для молодежи. Дело в том, что не существует отдельного понятия бизнесмен. Вот не бывает отдельно бизнесмен, политик, художник и так далее. Я очень много занимаюсь общественными мероприятиями и понял одно. Человек либо гражданин, либо не гражданин. Ну, нету другого понимания. Он либо гражданин этой страны со всеми обязательствами, либо не гражданин. То, что касается вызовов, дело в том, что мы участвуем, если брать в масштабах мира, мы участвуем в определенных соревнованиях, гонках. И степень успешности страны напрямую зависит от среднего уровня развитости человеческого капитала. То есть мы конкурируем не по инвестициям, не по технологиям, не там по спорту. Нет, все страны между собой конкурируют по среднему уровню развития человеческого капитала. Теперь, если обратиться к теме человеческого капитал зиждется на трех фундаментальных вещах. Это душевное здоровье, это физическое здоровье, это разум. Переведя на общество, это идеология, это образование, это здравоохранение. Три вещи. Давайте рассмотрим три вещи, которые у нас в Казахстане. У нас, вы знаете, самый главный идеологический посыл – это рухани жангру. У нас нет идеологии. Я понимаю, идеология – это то, что вдохновляет, это то, что лечит душу, это то, что заставляет мне по утрам вставать и радоваться жизни. Вот это идеология. Например, возьмем простой пример, Декларацию независимости США. Каждый человек создан Богом равным. Первое. Второе. Каждый человек имеет право на жизнь, на здоровье и на стремление к счастью. Какие красивые, правильные слова, которые ложатся в душу любому человеку. И то, что мы сейчас видим, условно, я не политизирую процесс, но вот рухани жангру, везде знак рухани жангру, такое ощущение, что это большая корпорация, которая раскручивает свое имя. Ну, кроме вот этого орла цветного, я не вижу посыла, который меня лично цеплял бы. Я не знаю, может, кого-то цепляет, меня нет. И это касается идеологического фронта. На идеологическом фронте я знаю, что если у человека душа поет, то ему не важно, где он живет, что он ест, чем занимается. Это уже вторично. Дождь, снег. Для него любая погода – хорошая погода. Вот в нашей стране не хватает этого драйва. Вот это вот, знаете, когда веришь в будущее, когда радуешься, когда рвешь подметки, когда утром встаешь, не хочешь спать, жалко спать даже. Нету этого состояния. Это первое. Второй момент. Хорошо, когда с идеологией разобрались, второе, я считаю, по значимости – это здоровье. Потому что нездоровый человек, ему ни до чего дела нет, до образования дела нет. Поэтому здоровье – это у нас недоразвитость системы здравоохранения. Все проблемы, что их озвучивать, вы все знаете, это там, коррупция врачей, низкое образование врачей и так далее, и так далее. Это целый блок проблем. Третье направление – это образование. Образование – это то, что отвечает за разум, за развитость наших мозгов и то, как мы мыслим. Поэтому, вот если брать образование, в системе образования в мире вообще много вызовов. Вы знаете, много реформируется и делается попыток реформировать образование в целом в мире. Я сам напрямую вовлечен в систему образования, в сферу образования. Там учредитель нескольких школ, очень много денег потратил на строительство школ, изучал много опыта, сингапурский, корейский, финский и так далее, и так далее. И весь мир стоит на перепутье. И у нас есть здесь тоже шанс выскочить вперед, но, к сожалению, мы его тоже не используем. Теперь, возвращаясь к аналогии спортсмена, вот представьте, все страны соревнуются, стоят на беговой дорожке, они профессиональные, у них в душе покой, у них тело здоровое, у них разум, голова работает, как дальше двигаться, а наше тело сплошное больное. Это коррупция, это там некачественное образование, медицина,
это язык, это неуважение к труду, неуважение к старшим, это преступность. Вот вы знаете про Дениса Тена, которого убили на улице за зеркало какое-то несчастное. Это все на самом деле симптомы. Вы знаете, когда человек больной, его в любое место пальцем ткни, он будет кричать. В любое место. Вот наше общество такое же. Вот возьмем, вот буквально вчера я обсуждал вопросы туалетизации страны. Я говорю, вот вы на туризм тратите, кучу денег тратите, потом приезжает турист западный, смотрит на нашу дырку в земле, и после этого приезжать не хочет в эту страну. Я говорю, уровень развитости туризма в Казахстане или в любом мире определяется развитостью туалетов. Не надо вывески, не надо плаката Рухани Жангру. Каждый плакат стоит стоимости туалета. Поставьте туалет нормальный. Ну, это же простые вещи. Я буквально вчера это обсуждал, и вечером, ну, я как раз обсуждал это с министром культуры и спорта. Он, кстати, поддерживает полностью. И именно поддерживает то, что да, надо решать эту проблему туалетную. Да, надо решать, надо что-то с этим делать. Ну, я не просто ему сказал, я ему там целую презентацию, как в западных странах это решается. И буквально вечером мы пошли на премьеру фильма «Под знаменем Алаша», и выходит новость, Билл Гейтс презентовал туалет будущего, в которого вложил $200 миллионов. Я говорю, о, мы в тренде. Да. Вот он 200 миллионов вложил в создание туалета нового типа, и 200 миллионов готов вложить в развитие туалета. До этого я комплексовал, когда поднимал тему туалета. А вчера я говорю, ну я, оказывается, в тренде, нормально. Так вот смысл, я считаю так. Дело в том, что если мы будем залезать в детали и обсуждать каждую отдельную проблему, отдельно коррупцию, отдельно как реформировать там чего-то, и так далее, то мы можем запутаться в деталях и в сложностях. Потребуется много экспертов. В голове, я считаю, мы должны держать простые вещи. Нам нужен покой в душе, нам нужно здоровое тело и нам нужно хорошие мозги. Вот 3 вещи. Идеология, это медицина и образование. В связи с тем, что ситуация у нас подзапустилась, образование, может быть, надо ставить более приоритетным по отношению к Министерству здравоохранения. Почему? Потому что те же самые врачи страдают от недостатка и от плохого образования у нас в стране. Но я вам говорю, любые технические вопросы можно решить, но если мы сами себе будем врать, если у нас самих не будет согласия в душе, у нас молодежь будет уезжать в те страны, где у них с душой все в порядке, где нету двойных стандартов, где люди делают то, что говорят, где люди отвечают за то, что делают, и молодежь неизбежно будет покидать. Вы знаете, у нас одна из больших проблем – молодежь покидает. Причем самая образованная, самая продвинутая. Интересно, чем мы больше тратим денег на Булашах и на продвинутую молодежи, а не меняем ситуацию в стране, тем больше мы готовим специалистов для других стран. Каждый в семье. В каждой семье, в своей семье, знаю, у меня родная дочь, я ее не могу вернуть с Англии, она в Блумберге работает ведущим специалистом. Я не могу вернуть ее в страну. Обучил, воспитал. Я говорю, что, я до кого-то воспитал? Я хочу, чтобы ты чья-то келин стала, в конце концов. Я хочу простых человеческого счастья, чтобы вышла замуж за казаха, стала келин, и я с худа там общался хорошо и так далее. Но она говорит, с моей квалификацией мне здесь негде работать. Второе, говорит, я не умею приспособиться к этой системе, которая в Казахстане. Взятки, коррупция, продвижение, кумовство и так далее, и так далее. Все это откуда идет? Потому что мы все на нашу страну смотрим как на временное пристанище. Так, как мы относимся к туалетам. Мы везде сколотим деревянную там коробку, дырку в земле. Думаю, да ладно, что там туристы, одноразовые. У нас все одноразовое. Почему у нас нету красивых зданий? Я вот в Европе, в Америке хожу, фундаментальные, на века здания строят. Да потому что право собственности незыблемое. Потому что священное право частной собственности. И когда человек строит, он знает, это мой дом, и это он останется всем моим потомкам, моим поколению. Это же тоже наша проблема. Я считаю, вот я уже за полтинник перевалил, я больше размышляю о том вообще, зачем я в этот мир пришел, что я здесь делаю.
Уже нам всем, как обществу, пора повзрослеть. 28 лет нашей независимости. И поразмыслить, сказать, вообще это наша страна или мы здесь временно живем. Поехали вот на Матэксплор, на Берельские курганы. 2300 лет лежала гробница. Наши вытащили, сделали фейковый музей из пластиковых там стройматериалов. Оригинальную гробницу, которая 2300 лет, выбросили в сарай. Когда мы это начали предъявлять, они, гид музея говорит, директор не в курсе, он болеет, он в отъезде, и вообще это не гробница, и вообще зачем вы туда ходите? Что за реакция? Мы недостойны своей истории. И вот буквально недавно команда приехала, 2 экспедиции сделали для японских и китайских блогеров. Везде мусор. Они, говорят, так вопрос задают, как будто ощущение, как будто они нам говорят, вы вообще достойны этой земли, этой природы. Везде все засрали, извиняюсь за выражение. То есть я поэтому призываю все-таки обратить внимание, человеческий капитал это не что-то, это не инвестиции, это 3 вещи, идеология, здравоохранение, образование. Вот бить по этим 3 вещам. И напоследок, Шарль Монтескье хорошо сказал, если вы плохой гражданин, то готовьтесь стать хорошим рабом. Поэтому гражданское общество вот сейчас начинает просыпаться. Будьте гражданинами, будьте гражданами этой страны. Иначе у вас путь только в рабство. Спасибо. Рахмет. Рахмет, Омархан Калиевич, шынында да үлкен мәселелерді, халықтың көкейіне шығатын мәселелерді талқылап